Когда мы путешествуем по уйгурской автономии, мы можем увидеть множество уникальных национальных товаров. Это и продукты питания, и изделия ручной работы, одежда, музыкальные инструменты. Всем хочется увезти их с собой. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда они берутся и какие истории стоят за ними? Итак, мы пойдем в место, которое может стать вашей первой обязательной остановкой в уйгурской автономии. Путешествие по нашему благодатному краю начинается с погружения в его историю. Если вы хотите быстро познакомиться с уйгурской автономией, начните с музея. Следуя по следам сокровищ, мы пройдем по шелковому пути и увидим то, чего вы еще не знали про уйгуров. Уйгурский музей, безусловно, является самым удобным и быстрым местом, где можно познакомиться с особенностями древней уйгурской истории и культуры. Мы расскажем вам о достопримечательностях и знаменитых артефактах Музея древней уйгурской культуры и исторического наследия. Это место, куда можно прийти, чтобы что-то обрести, чтобы получить просветление. Место, где обретают знания и мудрость. Здесь речь не просто о том, чтобы мельком смотреть на культурные реликвии. Скорее, это пространство для размышлений. Всегда найдется тот самый экспонат, который привлечет ваш взгляд. И даже может поразить ваше воображение и расширить границы вашего кругозора. Ведь уйгурская история очень древняя и очень поучительная. Ведь мы создавали империи и пережили многие государства. Представляем вам главное сокровище музея. Это парча с надписью «5 звезд восходят на востоке во благо Поднебесной». 2000 лет, сохранность невероятная. Она была найдена в захоронении одного из царей древнего уйгурского царства Крарайна. Узоры на нем состоят из 4 категорий. Текст «5 звезд восходят на востоке во благо Поднебесной», узор из 5 звезд – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Изображение волшебных зверей – феникса, птицы луань, целиня, белого тигра. И облака. Эта дорогая парча могла быть политическим подарком императорского двора Хань, подчеркивая статус царства Крарайна. Здесь у нас выставлен один уникальный документ – это ГОСА, который также сохранился только благодаря сухому климату уйгурского края. ГОСА – это пропуск, разрешение на проезд. Если бы не экстремально сухой климат Турфана, мы бы никогда не узнали о таких древних документах. Оказывается, чиновники подавали заявление на получение пропуска для переезда из Турфана в Фучжоу. Документ оформлен в VIII веке. Он подтверждает, что в уйгурском крае с самой древности было широко развито делопроизводство на разных языках. В то время ситуация в Турфане выглядела так. В V-VII веке здесь было независимое царство Гаочан. В VIII веке область Сичжоу переходит под временное управление империи Тан. С появлением уйгурского каганата Турфан переходит под власть уйгуров. Музей в Урумчи – это не просто собрание древностей. Это место, где пустыня Такламакан подарила нам то, что в других регионах безвозвратно утеряно. Благодаря экстремально сухому климату здесь сохранились артефакты, которым больше 40 веков. И они выглядят так, будто их сделали вчера. В музее выставлены 12 мумий возрастом до 4000 лет. Они дошли до нас в том виде, в каком их оставили тысячелетия назад. Это одна из самых уникальных коллекций музея. В уйгурском крае найдены множество документов, написанных на языках, которых больше не существует. Документы на 24 языках, половина из которых сохранилась в единственном экземпляре. Уйгурские, сагдийские, тахарские манускрипты, письмена Кхараштхи, дощечки для письма времен династии Восточная Хань. В музее выставлено более 100 оленьих камней, изваяний, созданных кочевниками уйгурского края эпохи бронзы. Один из них, высотой более метра, на одной стороне высечено изображение человека, на другой – 2 оленя. Это послание от людей, которые жили здесь задолго до появления письменной истории. В музее хранятся древнейшие монеты, на одной стороне – имя царя, на древнем североиндийском языке Кхарашти, а на другой – китайскими иероглифами обозначен номинал. Множество предметов со всего мира, от Греции, Византии, Персии, Индии до Китая и Японии. Отдельные залы музея посвящены фрескам из пещерных храмов Кучи и Хатана, буддийское искусство с уникальным уйгурским стилем.
В залах воссозданы пещеры, точные копии оригинальных. Экспонаты отличаются изысканным вкусом, мастерством исполнения, тщательностью отделки. Они подчеркивают свой статус, являясь одним из наших главных сокровищ. У каждого экспоната своя собственная древняя история. Оказывается, культурные реликвии не так уж и недоступны. Они все в этом музее. А это древнее письмо на дереве. По сути, это прообраз современного конверта. Когда письмо написано, накладывали крышку, все связывали веревкой, замазывали глиной и ставили печать. Получатель письма видел, если печать не повреждена, письмо не вскрывали. Это самая ранняя зажигалка. В это углубление клали легковоспламеняющийся материал, например, сухую траву, а затем быстро вращали, чтобы добыть огонь. До этого не существовало стабильной технологии добычи огня. В пустынях уйгурского края очень сильные песчаные бури и яркое солнце. Предки уйгуров носили эти медные очки, чтобы защитить глаза. Фактически, это первые солнцезащитные очки. Каждый артефакт — это кусочек исторической мозаики древней уйгурской цивилизации. Оглядываясь на историю шелкового пути, видишь бесчисленное множество переплетающихся культур. Кто бы ни приходил в уйгурский край, он оставлял частичку своего культурного кода. Так уйгурская цивилизация становилась многоликой, и это многообразие создало уникальный уйгурский мир. Само географическое положение уйгурского края определило его как пересечение всех великих цивилизаций. На протяжении своей истории уйгурский каганат был местом сосуществования множества народов, религий и культур, простираясь на запад до Центральной Азии, а на восток — до северных территорий Китая. Самые ранние формы цивилизационных обменов через взаимодействие оседлой и кочевой культур, азиатских и европейских цивилизаций в рамках этих культурных связей и породили уникальную и древнюю уйгурскую цивилизацию. Современная уйгурская автономия — это уникальное место на карте Евразии. Здесь, в сердце Великого Шелкового пути, на протяжении тысячелетий пересекались 4 величайшие цивилизации древности — китайская, индийская, персидская и греко-римская. Нигде больше в мире вы не найдете такого сплава культур, языков и религий. Буддизм, зороастризм, несторианство, манихейство, ислам — все они оставили здесь свое наследие. Уйгурский край был местом пересечений цивилизаций. Здесь рождались новые языки и письменности, переводились священные тексты, смешивались технологии. Артефакты в музее — не просто экспонаты, а свидетели этого великого диалога культур, породивший великую уйгурскую цивилизацию.